Сейчас, подожди. Здесь на моем канале, сейчас я тут еще запущусь. Конор, сейчас надо тут запуститься. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 18 апреля 2025 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Калтаров, и мой гость в студии, делегат съезда народных депутатов Сергей Власенко. Сергей, приветствую. Надень наушники. Приветствую. Надень наушники и говори в микрофон. Ну что, у нас сегодня на этой неделе, так много достаточно событий всяких разных произошло. Но основным, пожалуй, что мы не обсуждали с прошлого момента, это высказывание, гражданина, бывшего сидельца, осужденного там за какие-то там непонятные вещи, Владимира Карамурзы. Что думаешь по этому поводу? Что считаешь, что слышал, что говорят на съезде? На съезде ничего не говорят, потому что съезда нет. Я считаю, что... Спорно. Я считаю, что он выступил абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. А в чем неправильность состоит? Ну, о чем он говорил-то? Что посылают на войну этих граждан малочисленных народностей и посылают не так много, чтобы за них переживать. На самом деле там же не так было, короче. Он выступал, перед сенаторами французскими, да. Ему задали вопрос. Владимир, есть информация по поводу того, что непропорционально много относительно процентов к населению призывается, буряты, тувинцы и все прочее. Как вы можете это дело объяснить? И он начал там говорить по поводу того, что, вы знаете, есть информация, там слухи, Настя Шевченко там нашептала на ушко, о том, что она и с теми работает, и там. И оказывается, русские пленные наши мальчики в трусиках, которых убивать они говорят, что нам так тяжело украинцев убивать, а этим бурятам, тувинцам им легко. То есть, в общем-то, люди-то с этого бомбанули, а украинцы бомбанули с того, что он там начал говорить, да что мы один народ, да русские украинцы, да общая культура, да все прочее. То есть, фактически то же самое, что и Путин проговаривал. А с другой стороны, меня это вообще, в принципе, не удивило, потому что если кто из бурят там общался с московской интеллигенцией, так называемой, там где-то в середине 2000-х годов, когда все счастье мимо них пробегало, да, они же привыкли, что в советское время там интеллигенции советская власть что-то подкидывала. Да. А 2000-е годы надо было работать, что-то создавать, созидать и так далее. И они мимо этих всех путинских бабок пролетели, и у них там такая ненависть была к представителям, малых народностей, так скажем, да, всех покоренных, колонизированных. И кто был более-менее толковый, не дурак такой, у нас там есть группа этих бурятских так называемых либералов, дурачков, которые еще сильнее набросились, выруби, которые сильнее набросились, на этого, дальняя. Которые набросились на этого Карамурзу внезапно вдруг. Знаешь, как будто бы кто-то им сказал фас. И будто Наташка Арно их там всех не опекает, короче. Потому что, там же миф из-за чего возник? Из-за того, что в начале войны внезапно вдруг там такие Молодаева, там Вьюшкова, еще там Гарможапова зачем-то прицепилась, там, группа таких дурачков там собралась, и они, проблему раздули, что, мол, с бурятских сел там выгребают власти,
что вот похватали там их каких-то вот этих люмпинско-комбедовскую вот эту родню, всю вот этих несчастных персонажей, значит, и отправляют, значит, на войну. Но я-то знал абсолютно другую информацию о том, что перед как раз непосредственно вторжением 22, ну, в феврале, в течение 3 лет как минимум активизировался набор на контрактную службу. Да. И понятно, Так что ну, да, и набирали именно в тех частях, где сосредоточены так называемые боевые части. Это вот как раз Бурятия, Чита, Дальний там Восток. еще, да, группа регионов определенных. И, конечно, там было и до этого полным-полно желающих, так скажем. И дело в том, что вот я в 21 году, мне ни под запись, никаких бумажек, ничто не выдавали. Я стоял в центре занятости в Бурятии, и она мне говорит, вот слушайте, набор вы там как раз по какой-то специальности попадаете, потому что я был химик, и там даже набирали вот эти, знаешь, типа химическая защита, там что-то в этом роде, персонажей, короче, да, чтобы там на контракт. Но мы вам ни бумажку, ни направление, ничего не даем, вот, но только даем голосовой адрес, куда вам нужно идти, значит, да. И я как-то однажды мимо проезжал, и там просто вся площадка была автомобилями забита. А у нас часто так в нашем регионе бывает, что кто безработный, у того и машина есть там. Ну, то есть они, в общем, не бедствуют, везде, так скажем, да. И, соответственно, вот они подняли этот крик инфо-цыганский, я считаю, абсолютно не ну, ничем, ну, я не знаю, для кого, на кого это было рассчитано. Может быть, они хотели там, значит, типа комитет солдатских матерей там или еще что-то, ну, женскую вот эту солидарность, вот этих крикуш всяких там и так далее. В итоге, ну, к чему это привело? Мамки, конечно, многие перепугались своих чад, отправили в Монголию, те там в Монголию, в Казахстан там просидели полгода, те побегали, там денег пособирали, те проели деньги, ну и потом большая часть вернулась, естественно. Потому что, как оказалось, никакого вот этого массового призыва ничего не было, да. Да, я не знаю, может быть, они хотели таким образом там попытаться обстановку расшатать и так далее, но я-то четко знал, что все, кто, значит, участвовали во вторжении в Украину, все они там добровольно. Они знали заранее, что они едут, потому что мне даже буквально за неделю, там, за 2 присылали видео, где там, значит, из деревенских чатов с этих, где там вот эти шпана эта малолетняя, она там, мы едем воевать в Украину, короче, мы сейчас будем входить в Украину и все прочее. Таких видео было много. Они потом, правда, все поудаляли, все поиспугались. Были. Вот. Не, я согласен. Я конкретно получал уже такие видео. И я подумал, что это действительно какая-то фейк, пропаганда, потому что ну, мало ли, что там им сказали, да, этим ребятам, короче. Ну, они решили так козырнуть перед родней какой-то и так далее. Ну, потом, конечно, какая-то часть из них погибла, но не вся, естественно. И потом, естественно, украинская пропаганда, она тоже начала этот миф эксплуатировать, о том, что вот мы там бравые воины там на передке, значит, там всего там европейского цивилизованного мира стоим, там и все прочее. Ну, это понятно, что эта пропаганда, она должна быть, потому что это единственное средство фактически для того, чтобы там сплотить нацию и так далее. Но через 3 года понятно, что все эти мифы, они немножко поветривались. И снова, значит, в этот миф о боевых бурятах Путина вдохнул тот, от кого мы этого и не ждали. Хотя я знаю всю эту гнилую русскую интеллигенцию, так называемую, всех этих хороших русских, всех этих правозащитничков, потому что, ну, для меня это сигнал такой, что, во-первых, готовиться к миру, первый тезис, потому что вину за войну начинают сейчас перекладывать на Украину. Не, ну да, ты вот правильно, на Украину, вторые на зверство на этих, значит, на диких бурятов и народцев, там и все прочее, так можно сказать, да. И, значит, и хорошие русские, они вот выступают за то, что, ну, мы там... За все хорошее. Да, за триединую нацию, там, за триединая святая Русь и все прочее. Скоро вот это все пойдет, вся эта волна и так далее. То есть, по-видимому, это следствие, может быть, конечно, следствие того, что закрыли USAID,
ну, SID, да, то есть, которая давала там, значит, вот этим всем хорошим русским денежки, короче, и, по-видимому, их начало спонсировать Россотрудничество, значит, почему это они вдруг начали там это дело проговаривать. С другой стороны, ну, почему для кого-то это секрет? Ну, там задают вопросы, там, типа, Карамурза агент Путина? Я говорю, нет, конечно, он не агент Путина, не агент Кремля, он агент русского мира. Потому что я говорю, что в какой-то момент, и вот эта ошибка всех национально-освободительных движений, что они борются только против Путина. Я говорю, ну не можешь ты только против одного Путина бороться, потому что задача гораздо более глубокая. Если Европа, Соединенные Штаты не хотят и дальше испытывать, значит, влияние русского мира на себя, они должны этот русский мир разрушить, диссоциировать его. Чтобы появилась Бурятия от Енисея до Амура, да, свободная независимая Тыва, Саха, финно-угры приобрели независимость и так далее. То есть make Moscow small again. Вопрос. Ну, можно? Погромче. А солидарный, так сказать, товарищ сиделец Карамурзы Яшин куда-то пропал. Это чем объяснить? Да они никуда не пропали, на самом деле. Они Карамурза вот выступил бюджетики. А Яшин что-то молчит вообще никак. Вот сначала, так, а что, они же с того там... с 1 марта, вот как они в Германии там устраивали марш, и с тех пор тишина вообще мертвая. Ну, потому что марш нужен был для того, чтобы отчитаться за грант. Я более чем уверен, что они какие-то консолидированные гранты получили. И показать, на самом деле, насколько они активны. Там же ведь дело в том, что как пошла волна, там откуда даже я не ожидал. Там, значит, я был включен в какой-то, значит, чат, там были правозащитники, я там настаивал на том, что должны быть включены вот в эту колонну так называемых правозащитников все пострадавшие от режима, например, та же Дарья Трепова, люди, осужденные по статье терроризма и все прочее, там государственные измены, и то, что, ну, правозащитники как бы не считают, значит, именно тем, что они политические заключенные. Ну да, и они там писали, да, нам жаль, но мы вот с портретом Треповой типа не пойдем. Нам нужны только те, кто с путинским этим борется, значит, мирным путем. Ну, естественно, я там не начал, даже не упоминал по поводу того, что, а как вот, ну, представители национально-освободительных движений, которые с русским миром борются. Ну, то есть, понимаешь, то есть им нужно было, они собирали, чтобы на колонну хотя бы кто-то вышел. В итоге там в этой колонне бегали вот эти провокаторы различные путинские, там кто с Эстонии, кто еще, да, там какие персонажи своеобразные, которые там с русским флагом махали там и так далее. Ну и никто им морду не начистил. То есть, понимаешь, потому что все вот эти вот митинги всякие, это чисто бабское такое. Там, ну, тетки пришли, собрались там, как они привыкли. Я вот тут помню, когда здесь какой-то был митинг, и там под посольством российским, и там, значит, ОМОН и менты козлы кричали, я говорю, ну это же, ну, дикость, короче. Конечно. То есть все это подавалось за революционную еще какую-то деятельность, а на самом деле это просто обыкновенные крикуны-крикуши, да, которым не хватает просто внимания. Просто галдеж, да. Это просто галдеж, это они в Москве там просто галдежом занимались, и поэтому, естественно, что никакого Путина они там свергнуть не смогли бы, потому что у них нет никакой систематической революционной борьбы, да, и не за свои права. Конечно, то есть они пытаются какой-нибудь грантик, тусовка там и все прочее, поэтому достаточно много вот действительно людей, которые пишут о том, что ничего нет за российской оппозицией, что это просто некоторые тусовки. Это миф. И вполне возможно, что никогда не возникнет. Да, будем думать, что, наверное, теперь уже никогда не возникнет ничего путевого из этой оппозиции, так называемой российской, потому что... Ну, американцы, понимаешь, они не на тех ставят ставку, короче. Я вот все надеюсь, что Трамп сейчас должен изменить, по крайней мере, подходы, короче, то есть и постепенно, понимаешь, ну... Его подходы, я думаю, будут только в том, что он деньги перестанет давать. Ну это тоже хорошо. Свобода, свободная Европа, он же сократил все это. Да, это, не, ну правильно, потому что... Не, я не спорю. И поэтому, я думаю, он
А так, чтобы как-то поддерживать работу этих всех так называемых оппозиционеров, ну как, вот развалился съезд народных депутатов. Даже Трамп при его, так сказать, понимании всего этого в недоумении, как это? Съезд народных в двух лицах. Это что, Змей Горыныч? Что Трамп вообще в курсе, что такое существует? Да, разве? вообще. И поэтому хочу сказать, так еще потом разговоры шли о том, что сюжету еще третья голова должна вырасти. Вырастет. Вот тебе Карамурза, третья голова, который ни с кем тоже не объединяется, от всех отделяется. Говорили вроде Каспаров, да, прекратил деятельность своего этого фонда. А теперь говорят, что вот он вроде теперь организует в Литве опять, в Вильнюсе будет в мае, что ли. Но я думаю, что USAID, они же понимали, что Трамп выиграет, и они, я думаю, растолкали денежки перед тем, как это, то есть до конца года, там, я думаю, что они в некоторые фонды схоронили определенные бабки, короче, там, ну, как будто бы, да, потому что, ну, там, да, вот эти вот аутисты из Dodge, значит, бросились там проверять. Ну, вот эти все программисты, там, которых Маск собрал, там, и они, конечно, там, ну, обнаружили, что там, ну, полной макулатурой там все это отчитывались, но это, извините, но это всегда так происходит. Не, ну, это да, а потом Маск сам, видишь как, потерял 3 миллиарда после того, как Трамп вступил в должность, и он начал там гнать всякую чушь, этот Маск. А тут же Трамп организовал им падение и потом восстановление, так сказать, рынка. И он, потеряв 3 миллиарда, выиграл 36. И Трамп во всеуслышание перед камерой объявил: видите, как мои друзья заработали на падении, а потом на подъеме этих акций. Не, ну на самом деле, поэтому... ты знаешь, такие пессимистические оценки еще до коронавируса слышал о том, что один какой-то вот исследователь, он, ты знаешь, против толпы, так скажем, вышел, и он сказал, что вообще мировая экономика перегрета, то есть слишком много денег, что слишком много у инвесторов ожиданий. Ну, и перегрета она в основном из-за того, что вот та же китайская фабрика, она, ну, слишком много товаров производит, которые в конечном итоге никто не покупает. Не, почему? И, покупает. И в этом вот, не, ну, то есть там какие-то он общие, значит, приводил цифры, и он говорит, что вот как хорошо, что вот это коронавирус случился, потому что он притушил вот этот вот мыльный пузырь, который надувался, да, в виде вот этого инвестиционного рынка и так далее. То есть в этот, ты же заметь, в этот же период там и Тесла выросла, там она была, да, Тесла 5 или 6 миллиардов, выросла там до каких-то невероятных сумм. Тот же Amazon внезапно вырос на огромные просто суммы, да. То есть, и, ну, здесь понятно, да, то есть я вот, например, еще в каком 18 или 17 году почитал статью, в которой у Apple на валютных, не на американских счетах находилась там сумма что-то эквивалентная там то ли 500, то ли 300 миллиардам долларов. То есть за вырученные, да, то есть за то, что они в Китае производили себестоимость $150, продавали по всему миру за $1000. И у них получилась вот эта разница просто. Они не знали, куда эти финансовые суммы просто вкладывать. Они просто лежали на счетах, чуть ли не депозитах, понимаешь? И естественно, что там, ну, есть такая вот нюанс обратный выкуп акций, тот же самый Маск, он это неоднократно проворачивал, когда у них там появлялась та же валютная выручка для того, чтобы не попадать, не платить в Америке налоги и так далее. Они просто проводили такие так называемые обратные выкуп акций для того, чтобы, ну, как бы инвесторы тоже получили какую-то определенную прибыль, а эти просто валюта бы не лежала мертвым грузом. То есть то, что сделал Трамп, это на самом деле попытка сдуть этот пузырь для того, чтобы он не лопнул. Многие почему-то про это и не говорят. Не, он немножко это сделал, но все равно, согласись, группа людей, его друзей, как он говорил, сам Трамп, на том, что вот он ввел эти тарифы, эти пошлины, рынок резко сел, все потеряли, и на следующий день он объявил: все, я пошлины откладываю, и рынок тут же вскочил еще с более сильной мощью, и они все заработали. И Трамп, пальцем показывая на этих друзей, говоря: вот
Вот Маск заработал 36 миллиардов за 2 дня. Вот этот друг заработал 900 миллионов. Этот друг... Ничего. В общей сложности они, по-моему, заработали, их там сколько-то человек, 300 с чем-то миллиардов за 2-3 дня. Ну да. При потерях там в 2-3 миллиарда. Поэтому тут все сделано очень технично. Но я только не понимаю, как тот же американский народ это дело воспринял. Что, значит, ближайшие друзья Трампа, это же чистое тоже, типа, ну как, я не знаю, это мошенничество даже. Да, это не мошенничество, на самом деле это старая традиция из 19 века. Там, Да, бабки так делают. В Америке была такая схема, что победитель получает все, там даже правило есть такое. То Нет, есть, я согласен. что президент выигравший, он на все федеральные позиции, которых тогда было гораздо меньше, он назначал именно своих представителей. Всех тех, кто на местах работали на победу данного кандидата. Это нормальная практика, она потом ушла, так скажем, когда бюрократию начал развивать Рузвельт, вот благодаря этому новому курсу, они же ведь его... Новый курс сколько? 10 или 15 лет работал, его уж потом после того, как при Трумане, по-моему, даже отменили. Здесь он подобрал свою группу, Трамп. И Трамп возвращает просто ту традицию, которая в 19 веке в Америке существовала. Венс до выборов Трампа говорил, что Трамп конченый человек, что он вообще подлец, я никогда не буду голосовать за Трампа. И тут раз он становится вице-президентом. Ну, а что там, тот же Кеннеди, Кеннеди младший, где моральные? который тоже шел на это, он в какой-то момент, они там друг друга, значит, недолюбливали, и в итоге потом договорились, что Кеннеди свою аудиторию, значит, несколько миллионов, ну, не совсем здоровых американцев он, значит, перекинет на Трампа, и все, и он теперь министр здравоохранения. Ну, то есть это нормальное абсолютно политическое пространство, то есть в Америке, ты видишь, по этому поводу даже вообще не бухтят, потому что это ничего, норма. Американцы вообще смолчали, друзья. Это норма. Так, ладно, черт с ним. Давай вернемся к этой Карамурзе, короче. Давай. Что ты вот... ну, сказать вот... В конечном итоге, вот к чему это все приведет-то? Это ни к чему не приведет. Вот он же в итоге там начал оправдываться, а еще глубже залез. Как ты считаешь? Да, он просто еще глубже залез в то, что все посмотрели на него и решили, ты вообще парень, о чем говоришь? Какие мы единые народы и какие... Ну, то есть ты считаешь, что и как русским тяжело убивать... Это из-за того, что он все-таки его посадили, там прессовали, или как это? Или это, Нет, это все время было? Я, честно говоря, не думаю, что его посадили, прессовали, потому что его же травили 2 раза. Он был ну, там, например... Может, у него поменялось что-то в его сознании, что он стал так вот все это дело понимать и рассуждать. Может, последняя вот эта его отсидка как раз и повернула его мышление. А говорят, у него вот Сотник такой есть, да, блогер, он распространил, значит, информацию, что Карамурзу тащил в политику Немцов, то есть это протеже Немцова. Но поскольку Карамурза был что-то типа мажорчиком, и вот он в очень раннем возрасте, он, говорят, пристрастился к этим колумбийскому белому порошку. Не, я в это не верю. И отравления это были на самом деле не отравления, а эти передозы. Я просто знал папу Карамурзы младшего. Вот ну-ка, Сергей, он вот отсюда и очень интересно. Давай рассказывай. Он был нормальный мужчина, и он воспитывал, насколько я вот сталкивался с этим, он воспитывал своего этого сына в очень нормальных условиях и в очень правильном направлении. И Карамурза, в принципе... То есть ты считаешь, что это поклеп? Я думаю, что да. Я считаю, что Карамурза вот до определенного момента шел нормально, то потом похоронил он папу. Потом вот его, не потом, а его отравили 1 раз. Вытянул, он выскочил с этой передряги. Потом 2-й раз. Теперь его вот посадили. И вот выйдя вот этот раз, выйдя из заключения, вместе вот с Яшиным, с Андреем, да. С каким Андреем? И с Яшиным. И, Пивоваров, да. который нацист? Да, и он вышел, и вот тут у них как-то немножко поменялось. Ну, а слушай, давай начнем... Я от Яшина не ожидал, он так говорил, а тут Яшин тоже говорит, что русские типа не виноваты, что война, что идет. Да вы что, как? Мое личное мнение.
вся Россия несет ответственность за то, что происходит в Украине. Да, Вся, вы мои буквально. подписчики, зрители, что-то активности никакой не вижу. Или я чат забыл включить. Да. Напишите хотя бы какой-нибудь комментарий, Дело что вы в по том, этому что думаете. да, дело в том, что все россияне, начиная с сознательного возраста, а сознательный возраст сейчас можно делать с 13 лет, со слов, так сказать, нашей Госдумы, не со слов, а с назначения из приказов нашей Госдумы, потому что сейчас уже даже рожать призывают несовершеннолетних. И вот на днях 2 девочки родили, которым по 13 лет. Это же вообще цирк. Так, а что, нормально? Нет, это Что, я средневековая, это я говорю о том, да, средневековая это средневековье традиция. дремучее, да. И вот исходя из этого, и все это вытекает, что о чем, как, какое мышление у людей, как, что несут эти люди. Но я вообще читал, что у женщины, после того, как она Нет, рожает, давай у про нее, Карамурзу закончим. у а нее потом про роды прекращается будем развитие говорить. мозга головного. Я не знаю. Я знаю женщин, которые рожали, и нормально у них мозг развивался. И вот Карамурза и Яшин вышли из тюрьмы, и их сразу стало нести не туда. Наши мальчики. А сейчас вообще, типа, нам трудно убивать. Не, ну они же как бы русская оппозиция, там, Туры-Пырым, то есть они же за всех. Дело в том, что нет, если надо, как раз я считаю, что надо, ну не то, что создавать какой-то комитет. Ну вот понимаешь, есть такие отрицалово, да, вот. Надо просто сейчас собраться или собрать группу нормальных людей, даже не считающихся оппозицией, и чтобы заняться вопросом вообще, что есть оппозиция на сегодняшний день. Потому что Путин все настолько хорошо сделал, что практически оппозиции нет. Все, ее нет. Ни Ходорковский, ни Каспаров, ни Пономарев, кто еще там у нас есть. Они ничего не могут сделать, ничему не противостоят. И даже говорить стали намного меньше, чем говорят. Все, ничего. И Путин настолько спокоен и настолько удовлетворен деятельностью этой оппозиции, поэтому, что здесь можно еще сказать? И поэтому все это выступление во Франции Карамурзы, оно только как-то, оно расстраивает и настораживает. А вдруг Карамурза сам поменялся и решил уже, что Путин прав. Что надо заканчивать, что Украины не должно быть. Как я слышал вчера или позавчера, там опять Путин где-то выступал и рассказывал, что Украины не было, и вот советская власть наступила, и вот они создали Украину. Так самое смешное, что вся Россия верит в это. Даже те украинцы, живущие в России, они считают, что Украины не было. Это ж как Путин сумел всех убедить. То он также точно мог убедить вот и Карамурзу, который говорит, что не, ну там подожди, там же огромное количество всей вот этой интеллигентской русской мрази, оно работало на это дело. И для меня это абсолютно не новое. Вот, например, почему тот же, вот, несмотря на то, что там сопротивлялись достаточно длительное время украинские националисты, бандеровцы, УПА, различные организации, почему они не нашли поддержки у тех же американцев, англичан? А ты вспомни чуть дальше, пароходик Ленин выслал. Да. То есть они, когда высылали этот пароходик, они не проявили гуманность. Они прекрасно знали, что вся эта масса, она начнет писать именно те имперские верши, которые в них, вот эта имперская, значит, их сущность, так скажем, да, потому что это были имперские ученые, они им не нужны были абсолютно, и они будут то же самое, те же самые нарративы продвигать. И все вот эти 50-е, 60-е, 70-е годы, большая часть американских аналитиков, она была обучена так называемой вот этой первой волной русской миграции, которая там осела во всяких, мы только, ну, таких крупных представителей знаем, Набоков, там еще кто-то, да? А кто помельче ты был? Подожди, а вопрос можно? Понимаешь, и сейчас то же самое. Да, первым делом же смотри, они выслали сказал, я не в Европу там десятки этих антропологов, социологов русских. Трамп сказал, я больше не буду давать поддержку Украине, в том числе в виде оружия. Все молчат, все молчит. Никто ничего не говорит. Плохой Зеленский. Зеленский плохой. Но он уже больше 3 лет эту войну держит. Плохой.
А чем рассуждать, так попробуй-ка встань на его место. Ну, во-первых, Зеленского выбрал украинский народ, да, вместо да. Порошенко. Не, я согласен. Но дело в том, что о чем сейчас говорят. И вот сейчас, как ты говоришь, да, как было то УПА и были те бандеровцы, а сейчас так же точно все идет. Не, ну сейчас Никто не помогает Украине. Сейчас я уверен, что все украинские патриоты, они находятся на низком старте, потому что если сдадут Украину, если там какой-то сепаратный мир или еще что-то произойдет, то все те, кто, я более чем уверен, я об этом писал, и от своих слов не отказываюсь, что, конечно, начнется среди именно тех, которые вот могли и сейчас сражаются, их начнут вычищать полностью по полной программе. И вот, к сожалению, к этому все идет. Однако, ну, мы сейчас видим ситуацию такую о том, что Трамп, он же... Я прекрасно понимал, что вся трамповская риторика — это такая попытка Вову Путина поймать на слове. Ну, пока потому что... удается, да, вот хотя Вова Путин ему в глаза врет. В том-то и дело, что и Трамп, он сейчас в такой позиции находится, суперпозиции определенной, что он вроде бы как и за мир, но уже понимает, что Вова Путин, он недоговороспособный. Хотя они, ну, как бы протянули руку, говорят, вот, что давай, там все условия, все, что ты хочешь, все подпишем, короче. Ручку протягивает, а Вова говорит, не, он уже почувствовал кровь. Ну, по крайней мере, так ему доложили, да, понимаешь? И эти все тоже, они почувствовали кровь. Но они не понимают, что следующий этап — это оккупация России. То есть им проще будет, ну, они же там говорят, вот нам нужен против Китая, там вот вроде как Россия, чтобы на нашей стороне была. Тогда, да, типа такого. Но Путин-то не понимает о том, что следующий вариант, если Путин не пойдет на уступки, это будет просто оккупация. Я верю, что именно через оккупацию, то есть в свое время, когда Германию оккупировали, и вот ошибка Первой мировой войны была в том, что они не создали правильные условия оккупации. То есть они не расчленили Германию. Победители. Но они ее грабили, я знаю. И там были зоны оккупации, вот этот Эльзас, Лотарингия, Рейнская область, она была оккупирована, и французы там себя вели очень хамски с немцами. И там, собственно, самые вот эти, так скажем, регионы, которые потом Гитлера поддержали, это именно те, в которых там французские и английские войска стоят. А вот во Второй мировой войне были правильные выводы сделаны, что Германию нужно расчленить, поделить на оккупированные территории, Пруссию как таковую ликвидировать. И в этом отношении я думаю, что сейчас к этому медленно, но вот это понимание внутри европейских элит, оно начинает все больше и больше происходить, потому что... Ты имеешь в виду в отношении России? Конечно, то есть, потому что я так считаю, что она должна быть сначала оккупирована, и тот же Татарстан и Башкортостан. Я вообще говорил о том, что нужно способствовать тому, чтобы Казахстан эти территории оккупировал, и потом из оккупированных частей уже вычленил независимые государства. Так должно происходить. На самом деле, и тогда независимость регионов, она будет гораздо сильнее, так скажем, более сильный фундамент у нее будет, понимаешь? Потому что одно дело там, ну, бурятские сепаратисты там что-то объявят там на площади Советов, да, или площади Баирова, как некоторые говорят, что-то, да. А другое дело, когда есть, допустим, китайская оккупационная администрация, которая выводит, значит, лидера бурятского народа Зуртана Халтарова и говорит, что вот, значит, вам лидер, вот вам партия, значит, вот вам Бурятия от Енисея до Амура, короче, вот вам посольство, значит, вот вам дом в Пекине, вот вам высокоскоростная железная дорога Пекин-Улан-Удэ. Ну, конечно, все отлично. Мы будем верными, значит, союзниками великой китайской нации, китайского народа. Понимаешь? То есть вот так должно быть на самом деле. И поэтому этот вариант, он тоже не исключительный. Я считаю, что Вова... И тут вступает в действие русский мир. И вот это высказывание Кармурзы, оно не такое уже это... Что, понимаешь? Я говорил всегда, что когда Путин будет угрожать целостности русского мира, его в первую очередь упакуют в пленочку и отправят в Гаагу, понимаешь? На него всех этих повесят.
собак там или кого там, Да. понимаешь? То есть скажут, все, да, но мы должны вот сохраниться. То есть и сейчас именно вот такой переломный момент, и вот эти всякие карамурзы, они это дело почувствовали, потому что из них же путинский режим рисует таких врагов-предателей, а тут он вот говорит про триединую там святую Русь, Ну да, про вот, наших вот. мальчиков и так далее. То есть в этом Представляет отношении народ. логика их выступлений за счет представителей буряты, тувинцев и так далее, она вполне понятна. Но нам нужно к этому готовиться, потому что мы прекрасно знаем, как русская пропаганда нас может сделать крайними. Как чеченцев она в свое время сделали крайними. В итоге там что установился какой режим, который Режим, да. уничтожает своих собственных чеченцев, понимаешь? Да, на сегодняшний день. И то же самое возможно и в Тыве. Вот эти вот же вернувшиеся с поля боя, так скажем, вот эти травмированные персонажи, которых отправляли на эти... Причем, знаешь, как я вот сейчас заметил, что в феврале месяце внезапно в Бурятию пошли трупы. Вот 2-3 года вот они воевали, буряты, да? А только в этом Не феврале... погибали, а в этом феврале начали вот пачками. А я такой, хоп, значит, русская армия приняла решение всех более-менее опытных командиров, более-менее опытный вот этот низовой состав полностью обнулить. А зачем? А потому что они выросли, в них появился авторитет, появился нет, боевой да. опыт. Что будет угроза Путина. Согласно Карамурзе, они, значит, легче убивают украинцев, да. И, соответственно, легче убивали бы в будущем русских, понимаешь? Да. И вот этого они очень сильно боятся. Они нас не боятся, борцов, да, идеологов, независимости, суверенитета и так далее. Максимум они на что снизошли, это сейчас сделали такой сайт какой-то, типа враги русского народа, там, значит, и секцию русофобы загнали, значит, Наташку Арно в секцию, и там еще одну мерзкую карлицу, короче, я ее называю. Это мой персональный враг. Да, да, она там про меня гадости везде распространяет. Мерзкая карлица. Ну, кодовое имя. Я забыл, как ее зовут, но я ее называю мерзкая карлица. Ну, и вот он, ну, это и максимум, понимаешь, потому что тот, который бурят, безидейный абсолютно, какой-то самый примитивный, люмпинско-комбедовский, который за деньги пошел туда, понимаешь, а вдруг китайцы больше предложат, а вдруг Халтаров на американские гранты предложит больше, скажет, а вот идея-то есть, ты же уже умеешь все делать, понимаешь. Это вот то же самое, ну, могу пример привести, когда вот этот якут там, ну, помнишь, был такой вот этот, схватка была там с ножом. Я у одного там знакомого якута спрашивал, я говорю, что за нож, откуда? Он говорит, это традиционный якутский нож используется для закалывания КРС, крупного скота. Ну, то есть они там... Да, кровь пускают. Ну, кровь пускают, и там, чтобы оглушить там мозги. Забивают его, короче. Ну, то есть, вот он просто, поскольку он сельский, он, по-видимому, раз он такой нож обладает, он, значит, он обладает навыками того, как скотину резать, например, да. И понятно, что вот возьмись два человека, которые умеют убивать и которые не умеют убивать, и у кого выше шанс выжить в данной схватке? Естественно, того, кто умеет убивать. И поэтому я и говорю, сейчас вот враг самой первой бурятской нации, это вот этот русский офицер. Это тот же Кара-Мурза, но только в виде русского офицера там в этих войсках. И они планомерно, целенаправленно будут сейчас, ну, к миру-то все равно там готовятся, понимаешь, и вот этих всех наших, значит, представителей тувинцев, бурят объединять и там обнулять, короче, понимаешь. Вот что будет. И поэтому я вам, дураки, говорю, все возможными способами надо оттуда сваливать, короче. Да. Потому что вас просто русский мир начнет обнулять. Вы им там не нужны. Вы им Рембо, там боевые буряты Путина, вы им не нужны, они вас боятся. А насчет... И Кара-Мурза это озвучил. А насчет Кара-Мурзы, мы вот ближайшее будет его выступление какое-то. Мы еще послушаем. И тогда мы уже четко утвердимся в мыслях, что он из себя представляет конкретно. А где, когда, что будет? Нет, я не знаю, что будет. Но я думаю, он, наверное, поедет в Вильнюс. Ну. Вот, а мы поедем в Вильнюс с тобой? А нас пригласили уже. Так а что, надо туда записаться, сказать, что у нас есть
мы хотим поставить эксперимент. Давай запишемся. Да, надо написать, мне что... было, видишь, А ты напиши, короче, я везу туда бурята. Мне было приглашение же вот. Я везу туда... На последнее в Вильнюсе, но у меня документы. Ну, меня туда не приглашают, потому что там, наверное, Сашка Гарможапова будет. Тоже у нас это да не, русскомирная баба. Да не, пошли сам, да и все. Напиши, я же попросил Олег, он написал меня, и у меня раз пришло приглашение. А у меня документы. Как раз я был в Ставрополе. Ну, а с другой стороны, в Вильнюс ехать, это, блядь, бабки, это как минимум надо 400-500 евро, чтобы там, ну, нормально разместиться и все прочее. Они там не помогают в этом плане? Я так понял, что за свой счет там они тебя с удовольствием примут. Не, ну приехать за свой счет, ну, положить спать, наверное, и накормить-то они... По-моему, нет. Ну, короче, это, пиши. Давай это, сейчас эфир завершим, напишем, короче, от твоего имени. Если кто из моих телезрителей задонатит, я тоже поеду в Вильнюс, короче. Ну, по крайней мере, рядом ну, там да, где-нибудь буду. Да, ты напиши, пусть нам, если кто может помочь нам. Как... Не, помогать-то мне будут, у тебя должны быть свои средства. Ты что? Ты это, на чужой этот роток-то не разевай, короче. Такой же, как и ты, член. Да. Вот. Не, ну я хочу, знаешь, давай дождемся чего. Они когда официально объявят, какого числа будут, и вот будут регистрировать. Не, у них e-mail-то, я думаю, там есть, короче. Там будут регистрировать, и мы зарегистрируем. Я что-то помню, мне короче, в прошлом или позапрошлом ли году, ну, в прошлом году там, значит, просто был e-mail, и вы там, типа, должны какой-то, типа, анкетки самостоятельно заполнить и выслать. Анкетка была, ну, там выслал имя, да и все, кто-то такой. Там... Ясно. Ну, в общем, друзья мои, давайте. У вас появится возможность отправить, короче, меня в Вильнюс на форум хороших русских. Я туда приду, проинтервьюирую Сашку Гарможапову. Ну, надеюсь, короче, если ко мне вдруг Гарри Каспаров не подойдет, скажет: Зуртан, только, пожалуйста, без провокаций. Короче, я скажу: ну да, Гарри, я тебя уважаю, короче. За те твои партии против Карпова, короче, как ты его вздрючил. И, конечно, никаких провокаций не будет. Ну, а вдруг не подойдет, ну, тогда я скажу: Сашенька, что же вы думаете? Хорошая питерская девушка, что же вы думаете про... Форум же в Вильнюсе, он 2 раза в год, да? Весной, да я не знаю, ну, в общем... Весной и осенью. Ну, я так и не понял, там Каспаров со своих денег это проводит, или, значит, да, тоже как-то USAID там его финансировал. Ну, потому что Каспаров, он сам же не бедный, потом плюс он постоянно зарабатывает, он умеет зарабатывать деньги, например, там, сейчас в Варшаве, кстати, 24 апреля будет кубок, значит, шахматный кубок будет, Rapid Blitz. Да? Да. А где? Я туда постараюсь. Я каждый год туда хожу. Музей Полен. А послушай, и сейчас можем посмотреть, там, если что, там билеты по 20 злотых продаются, я видел, короче. Но этот, как его, ну, может, там, по-моему, даже в день открытия, или так, там, по-моему, вход свободный может быть. Но вот первые, по крайней мере, 3 года было, и в какой-то момент я там был, и там какое обилие немцев было, которые прикатили из Германии, ну, чтобы там побывать, короче. И вот... Не, ну там Каспаров, он в какие-то дни там бывал, короче, но мне как-то вот за эти 3 года не удалось с ним ни разу пересечься, короче, потому что он как-то выступает, и потом у него типа лекции какой-то закрытые, там, знаешь, ну, да. Многие денежки платят там по 100, по 200 долларов, плюс там спонсор, и там сидят дети, там, начинающие мастера спорта, международные мастера, ну, и он там, типа, им там в течение там 2-3 часов рассказывает, как научиться правильно в шахматы играть. И такая аудиенция, она стоит довольно дорого, короче, и он больше, конечно, платит спонсоры различные за возможность там просто пообщаться. Ну, знаешь, есть такая вот идея в маркетинге и так далее, что шахматисты там прям могут тебя очень здорово настроить там на продаже, еще на что-то. Но это полный фейк. Ну, да. Это просто такой способ зарабатывания финансовых средств, естественно. Так, ну что там? Пишут: Бухой Сергей пошел отсюда. Это
наш зритель. Давайте на какие-нибудь вопросы, может быть, поотвечаем. Трезвый Сергей. Сергей это вот какой-то этот бот же, бот. Или подожди, или это не тот ли? Сейчас дайте-ка посмотреть, как он выглядит, елки. Сарыга. Так. Что у нас? Анжелика Гукасян появилась. Это кто это? Не карлица ли? Да, нет. Так. Но, дорогие друзья, есть возможность задать пару вопросов. Рашизм хуже фашизма, пишут. Это одно и то же. Это одно и то же. Да. Так. Ну, естественно, в более современной форме. В более, так сказать, циничной. Не, ну понятно, что так или иначе любой, значит, представитель национально-освободительных движений, да, вот любой бурят он в своей жизни неоднократно испытывал. Ну, я вот, хоть и молодо выгляжу, да, тут недавно снова комплимент девочки польские делали, что, говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, угадай. Они мне говорят, 25-26. Она сказала 32. Я такой, короче, я говорю, друзья мои, я вам угожусь в отцы, короче. Ну, это как его. И я вот это еще с советского времени помню, что там накидывали и так далее. Сейчас этот рашизм, это жуткая смесь вот этого советского интернационализма, значит, русского фашизма, русского нацизма. Все это еще приправлено этими имперскими, значит, вещами. И там очень много таких, знаешь, исключений. Ну, ты вроде как ловишь этого рашиста на каких-то исключениях, а он говорит, это все нормально. И базис это, конечно, это русская вера, именно вот то, что называю там русским православием, на самом деле я это называю просто русской верой, потому что там действительно вот эти исключения, это, в общем-то, базис этой веры, это того, что называется якобы русским православием, но на самом деле это так называемая русская вера. Я думаю, это никакой там веры, там полное безверие, но под маской, да, вера. Не, ну понятно там. Религия, Но смотри, там же сейчас вот куча этих всяких советских диссидентов, короче, причем еврейского происхождения, часто которые там тоже какие-то свои апостольские церкви насоздавали, короче, я думаю, что там намазано, что ли, им. Что это вдруг это? Ну вот есть у них такая вот, значит, это тренд такой был еще в советское время, что вот они там, вот есть православная церковь, КГБшниками натыканная, а вот у них-то церковушка там и так далее, это вот прям русский дух, там сама суть там и так далее, поэтому они же вот как есть вот эти диссиденты так называемые, которые сейчас, Беркович есть такая, слышал? Да. Тоже она там русская, естественно, и, значит, какая-то статья вышла по поводу того, что как она рассказывает, как она с этими девочками, которые там за насильственные преступления в основном сидят, на зоне, она с ними куколки там шьет, спектакли устраивает, да и вообще с администрацией сотрудничает. И в той же зоне там сидит какая-то тоже девица, которая вот диссидентша, Трицалова, короче, то есть чуть ли там постоянно в ШИЗО сидит, там в различных этих. И по этому поводу еще один русский диссидент, еще советский подробинник, он написал, канает ли политическим сотрудничать с администрацией. Ну и там, конечно, подключились представители, такого чисто диссидентского Отрицалова, такие как Стамахин, например, тоже русский диссидент, значит, Низовкина там, наверное, тоже. И вот такие, как там еще один такой представитель был. Сейчас относишься к Мальцеву. Ты же Мальцева знаешь. Мальцев это же провокатор. В чистом виде. Бывший мент, конечно. Ну так они все менты, они провокаторы. Ты чего? Вот у меня, мой главный сейчас противник-то все набивался в дружки там и так далее, короче. Вот у меня есть не Мальцев, а Ян БНД так называемый, короче, который подставил. Они же так все организовали, короче, чтобы я сел. За моим преследованием это вот группа вот этих лидеров, короче, вот они стояла, вот этих бывших ментов там и так далее. Они вот так меня пытались дискредитировать.
ну, влезть в доверие там и так далее. Потом вот этот, видимо, случай подстроили. Я вот это, раньше-то я, ну, тоже была паранойя, что это ФСБ там ну, занимается и так далее. Ну да, там кто-то из них там так или иначе сотрудничал с ФСБшниками. То как бы он там за месяц паспорт поменял, короче, полностью имя поменял и так далее. В том числе имя поменял за месяц. И в тот же месяц получил загранпаспорт и в Америку уехал свободно. А кто это, фамилия есть? Есть. Циренжапов мент такой. Ваш? Да. И вот он там сейчас в Америке сидит, там, его там террористом сделали, понял, очень хитро. Сейчас вот, видимо, осудили даже в этом. Ну, чтобы его не выслали в Россию, не депортнули, короче, потому что он там совершил в США фелони. Ну, фелони, знаешь. Что он совершил? Ну, он там какой-то штраф не заплатил, короче, в суд не явился, это посчитали проступком. Это один из вариантов для депортации, короче. А ему сейчас типа террористом делают фейковый процесс в Читинском там военном суде против него там организованный там и естественно его там осудят и типа это будет в основу кейса в Америке, что его нельзя депортировать. Он там где-то гасится по США, потому что я так понимаю, что у него дело, оно в Нью-Йорке рассматривается, штат Нью-Йорк. Потому что он там подавался, короче. И где-то вот, да, где-то в тех районах. Ну, сейчас сам видишь, в Америке же очень сложно стало. То есть ты должен в штате том находиться, в котором ты подался на убежище, короче. Ты не можешь, не имеешь права там гонять в разные штаты, короче. И многие буряты, они вот так тоже очкуют, боятся, короче. Сидят в штатах. Ну, до того, как Трамп пришел, многим удалось там кассу наколотить на этих на поездках, короче. Хотя там действительно говорят, что стало тяжелее бизнесы вести всякие разные и так далее. Но, тем не менее, людей, не хотящих ехать в США, меньше не становится. Ладно, дорогие друзья, все у нас следом будет очень интересная программа на волнах ИМИ-радио, imiradio.pl, если вы хотите послушать. Значит, будет выступать моя коллега, скорее всего, будет в записи, но тем не менее, imiradio.pl, слушаем в прямом эфире. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, радио прощаемся с вами. Спасибо большое и до новых встреч. Сергей, прощайся. Спасибо за то, что слушали нас. Дай Бог чаще и более серьезно. И чтобы вы задавали более вопросов. Да, в следующий раз надо с самого начала будет объявить, чтобы задавали в чат вопросы. Причем вопросы разные, и острые, и не острые, чтобы можно было. Вот. И высказывали тоже свое мнение в отношении. Ладно. Всем пока и до новых встреч. Через неделю встретимся. Так. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура только так и не иначе. Говорите это с утра, говорите это вечером, говорите это везде, где это возможно, не подставляйтесь. Бурятия будет свободной, Бурятия бурятам, бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока и до новых встреч. Донат, репост приветствуется.